Добрый день, уважаемые подписчики, с вами Михаил. И начинается месяц май, а вместе с маем начинается празднование 75-летия в победе в Великой Отечественной войне. И таким образом я начинаю свой рассказ, как вообще Вторая мировая война начиналась и что привело к таким очень печальным результатам. И свой рассказ я начну, конечно же, с окончания Первой мировой войны. Ход Первой мировой войны вы могли с ним ознакомиться в предыдущих таких онлайн-экскурсиях. И дело все начинается с Версальского мирного договора. Как вы все знаете, конечно же, Германская империя и ее союзники потерпели большое поражение в Первой мировой войне, и таким образом Первая мировая война заканчивается Версальским мирным договором, который был подписан в июне 1919 года. И таким образом, конечно же, Версальский мирный договор заключался в том, что он игнорировал как раз-таки двух самых больших таких стран на территории Европы, и, конечно же, этими странами были в первую очередь бывшая Германская империя, которая, потерпев поражение, уже перестала быть империей и превратилась в Веймарскую республику. И, конечно же, другой такой страной, которая была проигнорирована западными странами, является Советский Союз, то есть бывшая Российская империя, которая подписала в 1918 году сепаратный мир, Брестский мир, и таким образом вышла из войны. И вот получается, таким образом и начинаются те самые печальные события, которые привели к началу Второй мировой войны. То есть Версальский мирный договор, он очень сильно игнорировал как раз-таки те страны, которые потерпели поражение, и, конечно же, во главу угла на тогдашнем европейском континенте в первую очередь выступают, конечно же, Великобритания и Франция, между которыми позже вспыхнет такая геополитическая борьба. Ну и, конечно же, стоит рассказать про сотрудничество между Веймарской республикой и Советским Союзом. То есть, получается, после окончания Первой мировой войны Советский Союз и Германия находили друг друга в очень похожих положениях. То есть, с Советским Союзом тоже никто не хотел иметь дела, да и с Германией тоже. И в таких условиях, конечно же, Германия и Советский Союз начинают очень активно сотрудничать. И таким образом в 1922 году заключается Раппальское соглашение о сотрудничестве между Германией и Советским Союзом. И в рамках этого сотрудничества, конечно же, Германия и Советский Союз начинают обмениваться знаниями. То есть германские военные получают, скажем, доступ к таким очень хорошим, таким тренировочным училищам, которые находились на территории Советского Союза, где, конечно же, германские военные могли обучать своих летчиков и своих танкистов. То есть, получается, из-за Версальского мирного договора Германии было запрещено иметь крупную армию, и, конечно же, было запрещено иметь ряд таких очень военных, скажем, отраслей. То есть практически очень сильно ограничивалась авиация, очень сильно ограничивалась бронетехника, и, конечно, немецкие военные не могли всеми этими военными благами воспользоваться. И, конечно же, на фоне очень сложной такой политической обстановки на территории европейских стран, на территории Европы начинает зарождаться чума фашизма. И таким образом, конечно же, в Италии к власти приходит Бенито Муссолини. То есть он возглавлял фашистскую партию в Италии и практически, получается, возглавил движение в Италии ультраправых, которые были, по сути, своими бывшими фронтовиками, которые воевали за Италию на фронтах Первой мировой войны. То есть Италия, будучи такой страной-победительницей в Первой мировой войне, практически ничего не получила в результате этого. И, конечно же, из-за этого многие итальянские граждане были этим очень сильно огорчены. И, конечно, в таких условиях идеи Бенито Муссолини пользовались большой популярностью. Ну и, конечно, в не менее простых условиях на территории Германии, которая испытала очень большие унижения из-за Версальского мирного договора, подобным методом приходит к власти Адольф Гитлер. В 1933 году он практически захватывает все узлы власти на территории Германии, и опять же с помощью, конечно же, бывших фронтовиков, которые воевали на стороне Германской империи в годах Первой мировой войны. И вот получается, такие организации существовали в Германии еще в 20-х годах, и они назывались фрайкоры. То есть это практически были бывшие немецкие фронтовики, которые привыкли решать все свои проблемы силой оружия. То есть практически разоружением германской армии после Первой мировой войны никто не занимался. То есть практически эти фронтовики возвращались домой с оружием. И вот получается, таким образом Гитлер заручается очень серьезной поддержки со стороны этих самых фронтовиков, которые были очень грозной политической силой в свое время. Ну и, конечно же, таким образом, конечно же, Гитлер получает очень большую власть в свои руки. И в дальнейшем расскажу, как вообще зарождалась этот большой конфликт. То есть Вторая мировая война начиналась очень-очень плавно. То есть
стоит начать, конечно же, с первых подвижек Германии, уже фашистской Германии, по расширению на территорию Европы. И таким образом, конечно же, в 1938 году происходит тот самый знаменитый Мюнхенский сговор. То есть, получается, практически по договоренности с премьер-министром Великобритании Чемберлином германское руководство и великобританское руководство договаривается о, скажем, захвате немцами Судетской области на территории Чехии. То есть Судетская область — это была историческая область, которая была заселена немецким большинством. И, конечно, под предлогом защиты своих немецких граждан Германия начинает вторжение на территорию Чехословакии. И, конечно, таким образом Судетская область при поддержке Венгрии и Польши также была отторжена у Чехии в пользу Германии. И таким образом, конечно, Великобритания хотела умиротворить очень нарастающую по агрессивности свою германскую внешнюю политику, но, конечно же, это не получилось. И таким образом аппетиты и интересы Германии начинали все больше и больше возрастать. И таким образом следующим таким действием становится аншлюс Австрии в 1938 году. То есть практически довольно большой такой кусок территории с помощью такого, скажем, подставленного народного референдума Австрия практически в полном составе становится частью фашистской Германии. После аншлюса Австрии, конечно же, интересы Гитлера еще больше возрастают. И таким образом Гитлер, обвинив коммунистов в поджоге Рейхстага, вступает в антикоминтерновский пакт. И получается, в рамках антикоминтерновского пакта Гитлер вступает на стороне франкистов в гражданской войне в Испании и приводит практически франкистов к победе. И таким образом, конечно же, в Испании тоже устанавливается фашистский режим, дружественный Гитлеру, режим Франциско Франко, который будет стоять там вплоть до 90-х годов. И получается, следующим таким шагом по началу Второй мировой войны, конечно же, становится Зимняя война. То есть Зимняя война, которая произошла между Финляндией и Советским Союзом. Чтобы обезопасить свои северные границы, Советский Союз начинает войну с Финляндией, и в этой начинающейся войне, конечно же, Советский Союз одерживает победу, но с очень большими потерями. И это тоже, получается, приносит свои очень долгоиграющие такие значения для вообще в рамках Великой Отечественной войны и вообще Второй мировой войны в целом. То есть, получается, в результате той самой Зимней войны в Финляндии после нее Гитлер произносит свои очень знаменитые слова, то, что Советский Союз на самом деле это колосс на глиняных ногах. И вот получается, после этих слов уже в голове Гитлера зарождается эта самая опасная идея, и Гитлер уже переходит к своему следующему шагу. Уже он начинает планировать нападение на Польшу. И таким образом мы переходим к начальной дате Второй мировой войны. Это 1 сентября 1939 года. Это дата, когда гитлеровские войска вторглись на территорию Польши. То есть, получается, вторжению гитлеровских войск на территорию Польши предшествовала очень интересная спецоперация гитлеровских, скажем, войск, которая называлась операция «Консервы». То есть практически гитлеровские солдаты, переодевшись в польскую форму, захватывают немецкую радиостанцию, и таким образом они подставили Польшу, таким образом, как будто Польша сама начала войну, и таким образом они получили очень такой повод к войне. И после той самой операции под названием «Операция Консервы» Гитлер получает повод к войне с Польшей, и гитлеровские войска 1 сентября 1939 года начинают уже свое вторжение на территорию Польши. Таким образом, 1 сентября становится отправной датой в начале Второй мировой войны. И получается, таким образом, я вам рассказал про предпосылки начала войны, а дальше продолжит мой коллега Пономарев Михаил.